Это каждый год мы тут глядим, порядок наводим, а як же, чтобы... Вот только, чтобы власть нам разрешила тут некий памятный знак поставить около дороги, чтобы люди знали, что тут такое, кто тут. Не разрешают нам. Люди, которых колисти расстреляли безвинных. За что, як, зачем, мы не знаем. Но знаем, раз они люди, они их надо помнить. Они безвинно загинули. Закопаны, як, извините, як быдло. А советская власть не давала их похоронить по-человечески. Любой человек имеет право быть похороненным, який бы он там ни был. Вон, поглядите, немецкие могилы. Фашисты к нам приходили, а сейчас их могилы вон, убирают, да и... а мы своих не можем. Святиня. Кожний, хто буде заступати на посаду старшини обласної ради, буде сюди приїжджати і давати клятву. Що я клянусь, що більше ніколи не повториться того, що тут відбулося. Ніколи. В 1988-1989 году мясцовые краезнаўцы высветлілі, што в этих мясцінах знаходзяцца парышкі ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. З Віцебска возили вязняў, расстрельвалі. Паколькі тут дороги вось гэтай не было, а дорога была дальше, это было такое глухое место, лес, мало людей ходило. Ну и вывозили сюда, расстреливали, закапывали. Поставили первый крыш в 1989 году, как раз на дяды. Сергей Иванович Терентьев, іншие сябры, БНФ «Адраджэнне» тады, мясцовые жыхары, православный священник осветил той крыш. И он простоял не вельми долго, годы 3-4. На его месте зараз стоит вот этот великий металличный крыш. И он поставлен с доброславления православных священников, так само осветили его. Вот червоные крыжи повстали года 4 тому. С той нагоды, что на их месте крыжи, которые стояли, они зникли. То есть неведомо, кто их знищил. Ну и вирішили ми поставити ось такі червоні крижі. Ну і ще один криж стоїть так само. Кожний год весну і в осінь партийні активісти приїжджають і по мірі можливості трошки прибирають, висаджують квітки. І так просто розказують, что я. Надо поставить. Там